22 ноября, пятница. Елапуки в гости к нам. Финский Санта-Клаус собирается приехать в Беларусь на празднование десятилетия поместья белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще. Гуляния пройдут с 13 по 15 декабря. Приготовился к путешествию в Беловежскую пущу и всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. Помимо них, белорусский волшебник ждет всемирного Деда Мороза казаков-гвардейцев, Снегурочку из Костромы, татарского Деда Мороза Кыш-Бабая, карельского Деда Мороза Пакканайне и якутского Часхаана и другие сказочные персонажи. О некоторых я тоже услышал впервые. Праздничное шествие гостей от деревни Каменюки до ворот национального парка пройдет 14 декабря. Поместье белорусского Деда Мороза, которое открылось 16 декабря 2003 года, является самым посещаемым объектом Беловежской пущи. В нем уже побывало без малого 1 миллион человек. Доброе утро, меня зовут Денис Липкин. Впереди еще много не очень серьезных и серьезных новостей. Сегодня в программе подготовка машины к зиме. Со специалистом обсудим, что накануне холодов стоит предусмотреть автовладельцам. Покажем, как живет полесская деревушка Кобринского района. А также расскажем, как сохранить дом в чистоте без химических средств. И еще анонс. На аншлаг рассчитывают брестские динамовцы на последнем домашнем матче второго этапа чемпионата. Вход на игру с Минском 23 ноября бесплатный. У матча есть интересная подоплека. «Динамо» необходимо набирать как можно больше очков, чтобы не оказаться на предпоследнем месте в таблице. А в составе минского клуба играет брестчанин Роман Василюк, который мало того, что в день поединка отметит 35-летний юбилей, так еще все никак не забьет первым 200-й гол в истории белорусского футбола. А без точного выстрела в матчах с родной командой Роман, имеющий неоспоримую поддержку и уважение брестских болельщиков, обходится редко. Хоть какая-то интрига в концовке очередного неудачного сезона. Спорткомплекс «Брестский», 23 ноября в 13 часов. А пока о погоде на сегодня. Не пропустите нужную информацию. К не менее актуальным новостям, чем погода. 0,7% к экономически активному населению. Таков уровень безработицы в Брестской области на начало ноября. На учете в Комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома состоит 4100 человек. Сейчас в регионе насчитывается около 7500 вакансий. 80% из них по рабочим специальностям. Предприятия региона постоянно нуждаются в строителях, водителях и работниках образования. Кроме того, в этом году более 1000 человек направлено на обучение. Как правило, это люди, впервые ищущие работу, не имеющие образования. О чем еще пишет сегодняшняя пресса региона в традиционном обзоре. Театр может объединить самую креативную молодежь. В этом уверены все участники театра-студии «Параллель», что в Барановичах. Какими наградами дорожит коллектив? Чем будет удивлять благодарную публику родного города? Ответы на эти вопросы в Народной трибуне. Машиностроение – прерогатива не только больших городов. И в районном центре, к примеру, в Пинске, могут и умеют делать технику высокого класса и отличного качества. В чем секрет успеха, узнаете из свежего номера Народной трибуны. Красавица и безумно талантлива. Так о Евгении Янищец говорили в те времена, когда полесская ластовка набирала высоту своего полета. Ее поэзией восторгаются и сегодня. На этой неделе Евгении Янищец исполнилось бы 65. Об удивительной поэтессе и восприятии ее произведений земляками на страницах Народной трибуны.
Брестский аэропорт давно работает не в полную силу, но, похоже, для местных авиаторов забрежили новые горизонты. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении иностранного инвестора для реконструкции аэропорта. Подробности на страницах «Вечернего Бреста». Многие автомобилисты считают, что искусственные неровности на дороге, или, как их называют, спящие полицейские, портят машины, ухудшают экологию и что в Бресте их слишком много. Однако ГАИ с этими доводами не согласна. Аргументы обеих сторон выслушал корреспондент «Вечерки» Борис Павловский. Читайте в свежем номере газеты. Недалеко от Бреста есть место, где сходятся в одну точку границы 3 государств – Беларуси, Польши и Украины. Корреспонденты «Вечернего Бреста» побывали на заставе, которая контролирует этот горячий пограничный узел, и узнали много интересного. Молодость может все. Эту непреложную истину напомнил студентам Брещины председатель облсполкома Константин Сумар. На днях он побывал в Полесском государственном университете и пообщался с молодежью, преподавателями, ректоратом. На встрече обсуждались вопросы наукоемкого производства, образования, развития спорта и многие другие. Подробности в Пинском вестнике. 100 тонн малька прудовой рыбы подготовили в этом году для последующего разведения в озерах страны работники опытного рыбхоза «Лахва». Кроме того, для реализации потребителям они выловили более 270 тонн карпа, толстолобика, карася, щуки. О буднях коллектива читайте в Лунинецких новостях. О чем прочитать? Узнайте из обзора прессы утреннего «Эспрессо». Продолжаем говорить об актуальном. В этом году, видимо, зима придет по календарю, о чем сообщают и синоптики. Поэтому у автовладельцев остались считанные дни для подготовки своих авто к холодам. С чего начинать и что необходимо сделать, чтобы машина не подвела зимой? Уточним у гостя в студии Владимира Надеина, директора предприятия «Белавтотест Запад». Владимир Михайлович, доброе утро. Доброе утро, Денис. Ну, сейчас ГАИ не только области настоятельно рекомендуют заменить летние шины на зимние, как говорят автовладельцы, переобуться. С этого и стоит начинать? Да, действительно, что тем более с 20 по 30 ноября текущего года проходит декада безопасности дорожного движения с участием госавтоинспекции, УП «Белтехосмотр» и транспортной инспекции. В первую очередь надо обратить внимание на состояние шин. Это самое главное. Зимняя шина, она более мягкая, но при этом надо немножко подкачать воздуха в шины, ну, примерно на 0,2 бара. В связи с этим, что получается? Зимняя резина, она может быть и шипованная, и не шипованная. Шипованная резина в основном эксплуатируется на дорогах вне города. В городе, где улицы расчищаются, песчано-соляная смесь используется, в основном, как мы видим, в состоянии проезжей части без снега. А шипованная резина используется за городом. Ну, она может использоваться и в городе, ну, у кого как позволяет возможность. Некоторые, знаете, предпочитают сэкономить, да или нет, и используют все сезонные шины. Шины всесезонные, они используются в тех условиях, когда нет резких перепадов температуры зимой. То есть для нашего климата не совсем Да, не рекомендуется. Так же, как и не рекомендуется переобувать только одну ось, либо ведущую, или переднюю, или заднюю. Поэтому приветствуется только переобувание полностью всего автомобиля. Итак, шины заменили, что делаем дальше? Давайте, я считаю, надо обратить внимание на состояние стеклоомывателей. Будем говорить, какое используется для этого средство. Поэтому надо использовать стеклоомыватель при температуре эксплуатирования ниже минус 25 градусов. Это позволит обеспечить гарантированно использование систем. При этом проверить состояние распылителей стеклоомывателей. Ну и тут же сразу же в комплексе надо уже и проверить состояние обогрева стекол, обдува в салоне, чтобы обеспечить, потому что это самое, такое, кажется, не основное, но это самое главное для обеспечения обзорности при управлении автомобилем. Если где-то в чем-то нарушится это, так сказать, эта хрупкая система, водителю будет очень управлять сложно. Стоит ли делать автовладельцам какое-то комплексное обслуживание автомобиля накануне зимы? Вопрос правильный, своевременный и актуальный. Это действительно надо делать.
И надо проверить, потому что автомобиль – это сложная система. Конечно, для профессионалов она не представляет никакого, так сказать, никакой проблемы, но для нас, в основном автовладельцев, которые любители, действительно необходимо проверить электрооборудование, проверить состояние высоковольтных проводов, проверить надо состояние, будем говорить, двигателя самого, какое масло используется. Проверить надо состояние самого кузова, уже подходим мы к этому вопросу, потому что кузов – это основная, несущая и дорогая часть автомобиля. Чтобы не было сколов, чтобы не было коррозированных уже участков. И самое главное, чтобы была обеспечена надежная антикоррозионная обработка арок, днища. Ну и самое главное в этом еще попутно проверить, как открываться будут и закрываться двери, уплотнители, смазать силиконом. Если есть возможность, то кузов автомобиля обработать воском. Тогда я считаю, что автомобиль будет в целом благодарен своему владельцу, что за ним так ухаживают. Но я так понимаю, что автовладельцам стоит рассчитывать на хорошую копеечку. Автомобиль – это источник повышенной опасности, как ни говори. Поэтому на этот автомобиль надо тратить денежные средства. И еще хотел бы добавить, комплектация автомобиля должна быть тоже соответствующей. Надо купить коврики с отбортовкой, потому что садимся в автомобиль, тает снег, все это остается на коврике, и если нет отбортовки, все это стекает вниз, и будем говорить, снизу эта влага, которая будет очень долго высыхать. Необходимо позаботиться, чтобы была маленькая снегоуборочная лопатка хотя бы в автомобиле, буксировочный трос. И, вы знаете, вот тоже рекомендации такие. Я лично и сам не знал, но как-то так вот готовился к передаче. Иметь несколько ковриков в багажнике. Вот когда скользит автомобиль, подкладывать под колеса. И таким образом можно... Это уже советы бывалых. Да, выйти из такой вот проблематичной ситуации. Владимир Михайлович, спасибо большое за эти дельные советы и за то, что это утро встречали вместе с нами. Всего доброго, хорошего дня. Благодарю вас. Удачи на дорогах. О подготовке авто к зиме говорили с директором предприятия «Белавтотест Запад» Владимиром Надеиным. 22 ноября 1801 года. Дата рождения Владимира Даля, русского писателя, этнографа и врача. Создал толковый словарь живого великорусского языка. Даль собрал более 200 тысяч слов, причем каждая из них проиллюстрировал пословицей, поговоркой, дал примеры языковых оборотов, в которых эти слова чаще всего употребляются. 1876 год. В Гродно родился Зиновий Соловьев, один из организаторов здравоохранения в СССР. Автор научных трудов по вопросам высшего медицинского образования, истории медицины и военно-санитарного дела. По его инициативе был создан пионерский лагерь «Артек». В этот день, в 1917 году, в одном из отелей Монреаля небольшая группа людей объявила о создании Национальной хоккейной лиги. Первоначально в нее входили 4 команды. Сегодня НХЛ – самая крупная хоккейная организация, лидер мирового хоккея. В 1963 году было совершено одно из самых громких политических преступлений XX века, которое до сих пор остается загадкой. В Далласе был убит Джон Кеннеди, 35-й президент США. Он был самым молодым главой государства за всю историю страны. Многим импонировали его решительность, уровень интеллекта и остроумие. 1987 год. Родилась актриса театра и кино Лянка Грыу. Впервые снялась в кино в 4 года, хотя ее первой большой ролью принято считать роль Бекки в фильме «Маленькая принцесса». Популярность ей принесли роли в фильме «Возвращение мушкетера» или «Сокровища кардинала Мазарини» и в сериале «Барвиха». Идем далее по эфиру. Брестский областной краеведческий музей объявляет конкурс на лучшую новогоднюю елку и маску. Условия просты. Необходимо их собственноручно в любой технике и из любого материала сделать и принести в музей. Поделки принимаются в секторе природы и экологии до 22 декабря. Лучшие из лучших работ будут демонстрироваться на традиционной новогодней выставке «Зимняя сказка». А те, кто их сделал, будут награждены ценными подарками. Также каждый желающий может принять участие в акции «Украсим новогоднюю елку вместе». Для этого можно подарить музею елочные игрушки, украшения, маски, костюмы, открытки и фотографии. Пока же перенесемся в Полесскую деревню. Вероника Тарасюк и рубрика «Околица» продолжает эфир.
Доброе утро! Это рубрика «Околица». Меня зовут Вероника Тарасюк. И, кстати, сейчас мы въехали в деревню Еремичи Кобринского района для того, чтобы познакомиться с местными достопримечательностями и проникнуться колоритом белорусской деревни. И в это путешествие мы вас приглашаем с нами. Итак, мы приехали. Пожалуй, главной местной достопримечательности, обладающие историко-культурной ценностью, располагаются на краю деревни. Свято-Михайловский храм в барочном стиле здесь появился в 1784 году и стоит до сих пор. Рядом вы можете увидеть и часовенку, датируемую 19 столетием. В деревне раздается звук движущихся машин и периодический лай собак. Кстати, немного демографии. В конце 19 века, а именно в 1886 году, деревня насчитывала 11 дворов и 131 жителя. В 1897 году деревня разрослась. Это уже было 29 дворов, в которых жили и вели хозяйство 174 жителя. Прошло 100 лет, и в конце 20-го столетия местных жителей насчитывалось порядка 8 сотен. Сегодня на улице Цветочной в деревне Еремичи в середине дня практически безлюдно. Но что скажешь, типичная осень в типичной полесской деревне. На начало 21 века здесь насчитывалось более 6 сотен жителей. Но вернемся к истокам. Все начиналось так. Еще в 1599 году в документах упоминается название, созвучное Еремичем. Времена менялись. Менялась, как и во всей Западной Беларуси, власть. В последней четверти 19 века, первой четверти 20-го территориально Еремичи входили в состав Кобринского повета. В географически небольшом поселении жили, как говорится, полной жизнью. Местные жители вели сельское хозяйство, занимались ремеслом, не забывали о духовной жизни, получали образование и отдыхали. Между прочим, в 80-е годы 19 века здесь располагалась церковь, синагога и школа. В 90-е годы 19 века в Еремичах зафиксировано наличие кузницы и даже питейного дома. То, что касается образования. В 1892-93 учебном году в местном народном училище образование получали 63 мальчика и 4 девочки. После всех историко-политических перипетий начала 20-го столетия в 1939 году Еремичи вошли в состав БССР. В 1940 году здесь были и МТС, машино-тракторная станция, и амбулатория, и магазин, и сельпо, и даже хата-читальня. Советский патронат длился недолго, вплоть до немецкой оккупации в 1941 году. Власть Советов вернулась в Еремичи в июле 1944 года. Пруд с утками, петух с курами, сток сена и дрова. Если вы ищете полесский колорит, вы его можете найти здесь, в Еремичах Кобринского района. Кстати, то, что касается организованной сельскохозяйственной деятельности. В 1949 году 30 местных хозяйств объединились в колхоз «Свобода» под старшинством председателя Давыдюка. В 1999 году местные земли входили в состав колхоза «Победа» или «Перемога». Сегодня Еремичи входят в состав Буховичского сельсовета. Удивительное место, сочетание эпох. Такие местечки любят называть пограничьем традиции и современности. С одной стороны, все напоминает о вековой истории деревни. С другой, прогресс не остановить. Городская культура со своей модой и новыми технологиями уже давно проникла в белорусскую глубинку. И еще Еремичи, невзирая на ход времени, сохранили ту аутентичность, которой так славится Полесье. А вообще, деревня Еремичи Кобринского района нам очень понравилась. Наверное, сыграла свою роль типичная осень в типичной полесской деревне. И, между прочим, чтобы получить новые эмоции и впечатления, не обязательно ехать куда-то далеко. Достаточно совершить небольшое путешествие по околице. А для тех, кто собирается в путешествие по околицам или по делам, на дороге Брест-Минск, граница России, введены в эксплуатацию еще 4 датчика контроля скорости. Камеры установлены на территории Березовского и Барановичского районов.
Дополнительные приборы фотофиксации появились на 104-м и 198-м километрах трассы М1. Камеры работают в обе стороны. На участке, где ведется измерение, установлено ограничение скорости в 120 км в час для легковых автомобилей и 100 км в час для грузовых. Таким образом, на прозванной в народе дороге Олимпийки установлено 53 камеры скорости на территории Брестской, Минской и Витебской областей. Причем можно посмотреть, где они расположены, на сайте Центра фиксации правонарушений. Его адрес на вашем экране. А позвонив на телефон горячей линии утреннего эспрессо, можно решить житейские вопросы. Ведущая этой рубрики Анна Новик уже появилась в студии. Анна, доброе утро. Доброе утро. У вас возник спорный житейский вопрос? Звоните и спрашивайте. Вам поможет горячая линия утреннего эспрессо. Брестчанин Вадим получил в подарок от своей родной тети однокомнатную квартиру. Молодого человека интересует, имею ли я право сразу после получения квартиры продать ее. Да, Вадим, у вас есть на это право, но только в том случае, если вы оформите все необходимые документы для вступления в права собственника квартиры. Для этого вам необходимо обратиться с договором дарения в БТИ. Диана из города Кобрина собирается замуж. В связи с этим девушка написала заявление на отпуск за свой счет на 3 дня, но его не подписали, посчитав, что причина неуважительная. Имел ли право наниматель отказать мне в отпуске, спрашивает девушка. Диана, по семейно-бытовым и другим уважительным причинам работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы не более 30 календарных дней в течение года. Уважительность причин оценивает сам наниматель, но только если иное не предусмотрено коллективным договором. Петр Николаевич живет в Пружанах. Владелец соседнего участка 5 лет назад умер, наследников нет, и в течение всего этого времени Петр Николаевич ухаживал за соседним участком. Могу ли я приобрести или оформить этот участок на себя, хочет знать мужчина. Петр Николаевич, если на имущество нет наследников, то такое наследство признается выморочным. Выморочное наследство переходит в собственность административно-территориальной единицы по месту его нахождения. Поэтому самоуправно завладеть этим участком вы не имеете права. А по вопросу выкупа попробуйте обратиться в местный исполком. Это была горячая линия утреннего эспрессо. Оставайтесь с нами. До новых встреч! Только в утреннем эспрессо о самом интересном, что происходит в регионе. Не пропустите первую премьеру сезона в Брестском академическом театре драмы. Завтра на его сцене зрители смогут увидеть спектакль «Дорогая Памела». Он поставлен по пьесе американского драматурга Джона Патрика. Это история о 3 аферистах, которые попали в дом чудаковатой старушки, спасаясь от преследования полиции. Спектакль решен в жанре фарса. Что еще можно посмотреть для поднятия настроения, но уже в кино, расскажет Екатерина Гараева в рубрике «Арт-анонс». Доброе утро! Жерар Депардье не просто получил российское гражданство и звание «Почетный удмурт», но решил завоевать русского кинозрителя. С 21 ноября на большие экраны вышла историческая драма «Распутин», где интернациональный актер сыграл одну из самых загадочных фигур 20 века. Однажды ночью я услышал голос Господа. Все, что я знаю с тех пор, во мне есть новая сила. Я вижу вещи по-другому.
Вокруг персоны Григория Распутина распространено столько домыслов, небылиц и слухов, что кажется, будто испортить его репутацию как исторического персонажа просто невозможно. Однако фильм «Распутин» не побоится сгустить краски до самого предела. Материал для сериала был снят еще в 2011 году французским режиссером Жозе Даян и предназначался для телевидения Франции. В России ленте была уготована судьба полнометражной кинопостановки. А поскольку автор фильма от переделок отказался, за монтажный стол сел российский режиссер Ираклий Квирикадзе. В итоге фильм был смонтирован к Московскому кинофестивалю 2013, где пресса назвала его заурядным костюмированным комиксом в стиле фэнтези. После этого картина отправилась на очередную редакцию и только сейчас вышла в прокат. Актерский состав фильма более чем внушительный. Жерар Депардье, Фанни Ардан, Владимир Машков, Данила Козловский, Юрий Колокольников, Ксения Рапопорт, Константин Хабенский и другие известные артисты. Но, увы, Распутин оказался не по зубам ни сценаристу и режиссеру, ни актеру. Фигура сибирского старца, ставшего одним из влиятельнейших лиц в России, сама по себе непроста, а контекст событий в России и мире, ситуация вокруг царской семьи и хитросплетения характеров превращают образ и вовсе в неподъемную глыбу. Наш друг посланник Божий. Не езди туда, Григорий. Смерть меня ищет. А в дьявола ты веришь? Я чувствую, что он где-то рядом. Джоан Роулинг, Стефани Майер, и вот эстафету успешных писательниц переняла Сьюзан Коллинз, чей роман «Голодные игры» был экранизирован в 2012 году. И вот в этом году на радость всех поклонников выходит вторая часть «Голодные игры» и вспыхнет пламя. Я знаю, ты спасла нас тогда. Но я не могу больше изображать на камеру, что мы пара, и избегать друг друга в реальности. За кого они ее принимают? От нее надо избавиться. Я согласен, но в нужное время и нужным образом. «Голодные игры» и «Вспыхнет пламя» рассказывает о безжалостном мире будущего, где власти ежегодно организуют голодные игры, и в живых остается лишь один участник. Главные герои Китнес и Пит вновь окажутся в центре увлекательных и тревожных событий. Продолжение по всем голливудским канонам обязано быть зрелищнее первого фильма. Режиссер картины Фрэнсис Лоуренс, снявший «Константин. Повелитель тьмы», играет по всем правилам. Поэтому средств на постановочную часть не пожалел. Все-таки сиквел ждут многие девчонки и мальчишки по всему миру. Заменитель «Сумеречной саги» должен быть приготовлен из лучших компонентов, к которым, без сомнения, относится IMAX-формат. В сиквел вернутся все основные актеры первой картины, а именно Дженнифер Лоуренс, Лиам Хемсворт, Вуди Харрельсон, Стэнли Тучи и взявший музыкальную паузу Ленни Кравиц. Все вместе они постараются, если не превзойти, то повторить феноменальный успех первой части, выраженный в мировых кассовых сборах, которые составили $686 миллионов. Забудьте все, что вам кажется, вы знаете об играх. Прошлый год это был детский сад. На этот раз вам предстоит сразиться с опытными бойцами. Последнее напутствие. Постарайся выжить. Помни, кто твой настоящий враг. Ну а мне остается вам только пожелать приятного просмотра. Вы смотрите «Утренний эспрессо» снова и снова об интересных фактах о кофе. Не будь у нас название программы известного напитка. Употребление кофе поздним днем и ранним вечером вызывает нарушение сна, хроническое недосыпание, сообщает информагентство. В частности, ученые доказали, что употребление кофе за 6 часов до сна или позже наносит серьезный вред здоровью человека. Регулярное употребление кофе в указанные часы сокращает сон как минимум на 1 час. Ученые утверждают, что во избежание проблем со сном необходимо полностью избегнуть употребления кофе после 5 часов вечера. Другое дело утром, во время завтрака, перед экраном, когда идет программа «Утренний эспрессо». Очередным необычным рецептом первой трапезы уже готов поделиться шеф-повар отеля «Эрмитаж» Иван Гринин.
Доброе утро! Сегодня я приготовлю запеканку с куриного филе и соусом из лука-порея. С вами шеф-повар ресторана «Эрмитаж» Гринин Иван. Итак, наше блюдо состоит из куриных яиц, куриного филе, сыра пармезана, лука-порея, укропа, сливок и оливкового масла для того, чтобы это все пожарить. Начнем. Возьмем куриное филе, нарежем его тонкой соломкой. Нам подается немного репчатого лука. Мелко нарезанного. Это нам надо сначала обжарить. Немного оливкового масла. Сначала мы опускаем репчатый лук. Пока это все нагревается у нас. Обжариваем лук. Теперь куриное филе. Посолим. Так, поставим небольшой огонь. Пусть немножко подтушивается. Теперь нам нужны яйца. Берем 3 яйца, разбиваем. Немножко соли, перца, сливок. Все это тщательно перемешиваем. Твердый сыр, натертый. Опять перемешиваем. И теперь мы это все выливаем. Ставим на небольшой огонь, чтобы это все медленно, потихоньку тушилось. В это время, пока наша запеканка жарится, мы приготовим соус из лука-порея. Берем граммов 50 лука-порея, разрезаем пополам и полукольцами шинкуем. Включаем нашу сковородочку. Нагревается пока. Оливковое масло. Масло у нас нагрелось. Высыпаем лук-порей. Лук-порей стоит пожарить совсем немного, чтобы он не потерял свой вкус. Теперь наливаем сливок. И немножко потушим, чтобы сливки впитали вкус лука-порея. Делаем небольшой огонь, чтобы потихоньку тушилось. Немного посолим. Выключим. Придется немножко перевернуть нашу запеканку. Наша запеканка уже готова. Нам осталось выложить и украсить. Берем небольшой кусочек запеканочки. Аккуратно его надрезаем. Выкладываем. Соус. Аккуратно поливаем. Украшаем свежим укропом. Наше блюдо готово.
Мы сегодня приготовили куриную запеканку с соусом из лука-порея. С вами был шеф-повар ресторана «Эрмитаж» Гринин Иван. Приятного аппетита! Домохозяйкам стоит задержаться у экранов. Мы расскажем и покажем, как сохранить чистоту в доме без использования химических средств. Секрет в меламиновой губке ластики. Подробности узнаем у гостя в студии, директора общества с ограниченной ответственностью «Белспонж» Александра Красикова. Доброе утро. Доброе утро. И давайте сначала познакомим, что вообще из себя представляет меламиновая губка ластик. Что за компоненты, почему она может бороться с различными загрязнениями без использования химии. Это новинка на белорусском рынке, которая сделана на основе немецкого материала последнего поколения. Он изобретен был несколько лет назад и, в принципе, уже успешно продается в других странах. Его особенность – это его структура. Он не содержит никаких химических пропиток, и за счет структуры материала, которая обладает свойством удалять загрязнения даже из малейших неровностей, он легко удаляет любые загрязнения, которые могут быть в быту, без использования любой химии. Ну, с какими загрязнениями может бороться эта губка и где использоваться? Грязь, жир, известковый налет в ванной, на кухне. Можно отмыть плиту, можно отмыть микроволновую печь, можно разморозить холодильник, можно помыть окна, можно, скажем, в ванной удалить известковый налет, пятна, грязь, очистить межплиточные швы. А также можно использовать для удаления, скажем, следов детского творчества. Скажем, если ребенок разрисовал мебель, обои ручкой, либо маркером, либо фломастером, данная губка легко удаляет эти загрязнения, причем без использования, опять же, химии, только смоченной водой. Ну вот я смотрю, что губка такая небольшого размера. Насколько ее хватает? Это тоже такой дельный совет и вопрос, который бы задала любая домохозяйка. Это зависит от объема загрязнений. Если использовать ее для мытья ванны, то есть ежедневно, каждый день мыть ванну перед, соответственно, ее приемом, ее хватит где-то одной губки на месяц. Если, скажем, использовать ее для каких-то жирных поверхностей, микроволновки, или оттирать межплиточные швы, то расход будет больше, но на уборку ее, в принципе, одной губки должно хватать. Ну, еще один вопрос из той же сферы. А какая стоимость? Стоимость одной губки у нас, по крайней мере, в киосках «Белсоюз Печать» в Брестской области, где можно купить в любом киоске, она стоит 14 тысяч рублей. В начале передачи мы говорили о подготовке автомобиля к зиме. Насколько необходимо вот такую губку иметь автовладельцу? Приведите какие-то доводы. Любой автовладелец может легко очистить данной губкой салон, пластиковые, кожаные, металлические элементы салона. Особенно хорошо удаляются загрязнения со светлой кожи, что, в принципе, другими средствами сделать проблематично. И уже, конечно, не сезон, но летом губка замечательно и легко, практически мгновенно удаляет следы насекомых с лобового стекла, то есть жирные остатки, которые мешают водителям ехать в вечерний и ночной период и ухудшают видимость. Ну что ж, сколь угодно можно говорить об этой чудо-губке, но необходимо попробовать, и прямо сейчас мы в студии сделаем небольшой эксперимент для того, чтобы телезрители поверили в ее чудо-свойствах. Итак, мы договорились накануне, что я буду загрязнять поверхности, ну а вы, конечно, как специалисты, чистить. Возьмем обыкновенный планшет, которым уже не удивишь, ну и нанесу маркером на нем вот, чтобы было видно такие линии. Теперь передаю вам, ваша очередь. Ну, надо, наверное, подождать буквально несколько секунд, чтобы маркер подсох, и убедиться, что настоящим. Но у нас еще здесь стакан с водой не просто так, да? Мы смачиваем губку водой, слегка отжимаем. Поскольку загрязнение небольшое, можем смочить маленький кусочек. И после этого просто надо протереть загрязнение. Ну, можем убедиться, что маркер высох, и другими средствами, скажем, без каких-то
чистящих там, или спиртосодержащих его удалить, в принципе, сложно. И протираем его губкой. Ну, после этого вытираем насухо. В принципе, как-то так. Это загрязнение перешло на губку. Губку еще после этого можно использовать? Да, конечно. Ее можно промыть водой и использовать для удаления других загрязнений. В процессе использования губка изнашивается, она будет стираться. Когда она полностью сотрется, просто выбрасываем остатки в мусорную корзину. Но мы сказали, что губка очищает любые поверхности, любые практически загрязнения у нас дома без какой-либо химии. А химии внутри губки нет? Насколько она безопасна? Там нет никаких пропиток. Более того, данная губка сертифицирована по стандарту ОКТЕКС 100 в первом классе продуктов. То есть этот класс продуктов является безопасным для детей от 0 до 3 лет. То есть мы можем использовать данную губку как наполнитель для мягких игрушек, производство элементов детской одежды. Ну, то есть можно мамам не переживать, если ребенок взял эту губку и решил ею поиграть? Более того, если у женщин аллергия и они могут пользоваться чистящими средствами, то данная губка – это замечательный выход. Спасибо большое, Александр, что это утро встречали вместе с нами и рассказали о таком чуде, которое делается практически рядом здесь у нас под Брестом. Всего доброго. До свидания. О том, как сохранить в доме чистоту без химических средств, говорили с директором общества с ограниченной ответственностью Белспонж Александром Красиковым. Далее еще одна полезная информация, на этот раз от синоптиков. Синоптики рассказали, когда точно ждать зиму в Беларуси и каким будет декабрь. Со следующей недели в стране начнет холодать и появится первый дневной минус за окном. А согласно предварительному прогнозу, среднемесячные температуры декабря ожидаются в пределах климатической нормы, характерной для этого времени года. Для нашего региона это от минус 2 градусов. А также первый месяц зимы должен быть снежным. Абсолютный температурный максимум плюс 14,5 градуса был отмечен 5 декабря 1961 года в Бресте. Абсолютный минимум минус 38,6 градуса 31 декабря 1978 года в поселке Езерище Витебской области. Будьте в курсе событий. Утренний эспрессо и я, Денис Липкин, говорю вам до новых встреч. Всем плодотворной пятницы, ну и, конечно же, незабываемых выходных.